По всей стране прошел единый день сдачи ЕГЭ по русскому языку. Это первый экзамен из двух, которые являются обязательными для всех 11-классников. В прошлом году 100 баллов по русскому языку в Башкортостане получили 24 выпускника, больше, чем по остальным предметам. Как сдают ЕГЭ в лицее номер 94, узнала Полина Затолокина. Ранним утром у 94-го Уфимского лицея собрались 196 11-классников, намного больше, чем учатся здесь. Это выпускники 4 школ Советского района. Им предстояло проверить знания по русскому языку. Для этого в декабре они написали итоговое сочинение, но в этот раз задания будут другими. В русском языке 14 задания, в математике 13-15 задания. Могут попасться тяжелые, но я постараюсь их написать. Я собираюсь сдавать на конструктор авиадвигателей, конструктор авиаприборов. Вот эти две мои направления, которые я собираюсь поступать. Но там нужно сдать информатику, русский, математику. Сейчас вот напишу его, наверное, на 100 баллов. У тех, кто не до конца уверен в своих силах, в ход идут приметы. Например, не мыть голову накануне, а то знания смоешь. Такой подход особенно радует девушек, сохранивших укладку после последнего звонка. Ведь многие идут на первый экзамен, как на праздник. Если честно, и времени не было, и это же красиво, все-таки красота. То есть экзамен для вас праздник? В какой-то степени, да. Смысл переживать из экзамена, который, он уже будет через час, ты будешь сидеть, решать задания. И повторить нужно, но я повторила все утром, пока встала. Среди других талисманов удачи 5 рублей в ботинке и красная нитка на запястье. С такими предметами на экзамен можно. А вот шпаргалки просят оставить еще на входе. Все равно использовать их не получится. В каждой аудитории есть наблюдатели и камеры. В кабинетах дети сидят строго в шахматном порядке. На столах только паспорт без обложки, вода, гелевые ручки и чистые черновики. По желанию выпускники могут взять небольшой перекус. Больше ничего постороннего. За выполнением требований следит специальная комиссия. В данном пункте нарушений не было, будем надеяться, и не будет. Потому что 11 класс – это уже зрелые люди, они уже понимают, инструктажи с ними были проведены. И в целом-то они 2 года готовились к этому экзамену, и я считаю, что у нас нарушений не будет. О нарушениях при проведении процедуры экзамена могут сообщить и сами ученики. Для этого после сдачи бланка с ответами нужно обратиться к организаторам, не выходя из школы. Проводить проверку будет специальная комиссия. При помощи апелляции можно оспорить и выставленные за экзамен баллы. Можно ее подать в течение 2 рабочих дней после официального опубликования результатов. Можно подать ее через личный кабинет участника экзамена. Там у нас будет эти 2 дня, которые можно подавать активно, кнопка «Подать апелляцию». Уже 4-й год апелляции рассматривают дистанционно. Экзаменуемый может присутствовать на заседании по видеосвязи. Но при этом всю работу будут проверять заново, так что итоговая оценка может быть даже ниже изначальной. Поэтому организаторы рекомендуют заранее готовиться к единому государственному экзамену и не надеяться на пересдачу или апелляцию. Полина Затолокина, Азат Ишбулатов, Родион Матвеев. Новости. Уфа.